Доброе утро, дорогие первоклассники! Здравствуйте, уважаемые родители! Здравствуйте те, кто хочет и любит учиться! Мы начинаем дистанционное обучение. Зовут меня Наталья Сергеевна. Я учитель гимназии номер 3. Первый урок, дорогие друзья, сегодня провел для вас глава Республики Башкортостан Радий Фаритович Хабиров. А мы продолжаем. Следующим уроком у нас с вами будет урок литературного чтения. После 10-минутной перемены мы с вами займемся русским языком. После урока русского языка переменка продлится 20 минут. Затем состоится урок математики. После урока математики через 10 минут состоится увлекательный урок окружающего мира. Я уверена, что наша с вами работа будет не только интересной, но и полезной. Ведь учиться всегда полезно и интересно. Я люблю учиться. Итак, мы начинаем. Я приглашаю вас на урок литературного чтения. И мы сегодня с вами познакомимся со сказкой «Петух и собака». Это русская народная сказка. Кто же не любит сказки? Сказки любят все, и взрослые, и дети. Я приглашаю вас в сказку. Но для того, чтобы познакомиться со сказкой, давайте вспомним особенности русской народной сказки. Внимание, посмотрите, пожалуйста, на экран. Жанр этого произведения – сказка. Автор – народ. Что значит народ? Эту сказку придумали, сочинили не один человек и даже не два, а несколько. Сказка народная существует только в устной форме. Но вы скажете, мы же ее можем прочитать. Совершенно верно. Это благодаря тому, что сказители записали для нас эту замечательную сказку и сохранили. Только благодаря этому мы можем ее прочесть и насладиться этой сказкой, и услышать народную мудрость. Наличие вариантов. Вы уже знаете, что народная сказка может иметь несколько вариантов. И с такими сказками, безусловно, вы уже знакомились на уроках литературного чтения, где может меняться концовка сказки, где могут меняться герои сказки, но остается главный смысл. Итак, друзья, что еще особенного у народной сказки? У народной сказки мы не можем определить время ее создания. Итак, вы молодцы, вы очень много знаете про жанр сказки. Ну а теперь я приглашаю вас в сказку. Слушайте внимательно. Давным-давно жили старик со старухой. И было у них скотинки всей животинки одна старая собака да старый петух. Однажды старик говорит: давай-ка, старуха, петуха продадим. А старуха: да что за него старого дадут-то? Давай его лучше зарежем и съедим. Услыхал петух, что старик со старухой хотят его зарезать, испугался, прибежал к собаке и все ей рассказал. Собака и говорит петуху: ну, Петя, петушок, уйдем-ка в лес. Житье здесь плохое, хуже нам с тобой не будет. Так они и сделали. Рано утром ушли они со двора в лес, шли целый день. К ночи пришли к лесу. Ночевать надумали на дереве. Выбрали большой дуб. Петух взлетел на сук, а собака забилась в дупло. Тут и заночевали. Утром, только как занялась заря, петух запел: кукареку, кукареку, на суку сижу, во все стороны гляжу. Разливается петушок, поет. По всему лесу раздается его песня. Услыхала рыжая лиса, прибежала к дереву и расхваливает петуха.
Ай да петушок, красный гребешок, хвост узорами, сапоги со шпорами, рано-рано встает, красной песенки поет. Надумала лиса петухом полакомиться и говорит: «Слети ко мне, Петя-петушок». «За каким таким делом?» – спрашивает петух. «Пойдем ко мне в гости. Сегодня масляный праздник, я зерна для тебя припасла». «Пойдем», – говорит петух. «Да только я не один, я с товарищем». Обрадовалась лиса и думает: вот счастье-то привалило, целых 2 петуха съем. И спрашивает: а где твой товарищ? Я его позову в гости. Да вот в дупле сидит, отвечает петух. Бросилась лиса к дуплу, голову просунула, а собака ее хвать за морду. Испугалась лиса, еле живая в лес убралась. А петух с собакой так и остались в лесу. Говорят, и сейчас там живут. Не правда ли чудесная сказка? Замечательная. Вы знаете, что сказки бывают волшебные, сказки бывают бытовые, сказки бывают и о животных. Давайте вместе с вами подумаем, к какой из этих групп относится сказка «Петух и собака». Конечно, вы абсолютно правы, это сказка о животных. Вы знаете, что герои сказок о животных – это звери. А подразумеваются под этими героями кто? Конечно же, люди. Что же хотел народ сказать этой сказкой? Безусловно, говорил о выручке, о взаимовыручке, о том, что нельзя оставлять в беде, о том, что нельзя хитрить и обманывать, о том, что нельзя лгать, о том, что надо держаться вместе. И еще много, наверное, мудрости в этой сказке. Я вам предлагаю обсудить эту сказку со своими родными, с мамой и с папой. В этой сказке, ребят, наверняка для вас несколько слов были непонятны. Давайте попробуем в них разобраться. Итак, сказано про петуха: хвост с узорами, сапоги со шпорами. Что же это значит? Посмотрите, пожалуйста, на экран. Вот действительно сапоги со шпорами. Какое же отношение это имеет к петуху? Ведь никаких сапог он не носит. Обратите внимание на строение лапки. Действительно похоже на шпору. Поэтому и говорят про петуха в сказках, что хвост у него с узорами, а сапоги со шпорами. Давайте уточним значение следующего словосочетания. Занялась заря. Посмотрите на великолепные пейзажи. Эти пейзажи нарисовала сама природа. Занялась заря. Это значит, мы с вами наблюдаем за восходом солнца. Восходит солнце и заливает все перед собой теплым, приятным светом. Переходим к следующему словосочетанию. Масляный праздник. Многие из вас наверняка знают праздник, народное гуляние Масленица. Как раз-таки об этом празднике и идет речь в этой сказке. Теперь я уверена, вам все слова в этой сказке понятны. И мне очень хочется еще разок прочесть эту сказку. А вы подумайте, пожалуйста, можно ли к этой сказке тему обозначить пословицей. Пословицы появились на экране, а вы, друзья мои, слушайте сказку и начинайте задумываться. Давным-давно жили старик со старухой, и было у них в скотинке, всей животинке, одна старая собака да старый петух. Однажды старик говорит: давай-ка, старуха, петуха продадим. А старуха: да что за него старого дадут-то?
Давай-ка его лучше зарежем и съедим. Услыхал петух, что старик со старухой хотят его зарезать. Испугался, прибежал к собаке и все ей рассказал. Собака говорит петуху: «Ну, Петя, петушок, уйдем-ка в лес. Житье здесь плохое, хуже не будет». Так они и сделали. Рано утром ушли они со двора в лес. Шли целый день, к ночи подошли к лесу. Ночевать надумали на дереве. Выбрали большой дуб. Петух взлетел на сук, а собака забилась в дупло. Тут и заночевали. Утром, как только занялась заря, петух запел: «Кукареку, кукареку, на суку сижу, во все стороны гляжу». Разливается петушок, поет. По всему лесу раздается его песня. Услыхала рыжая лиса, прибежала к дереву и расхваливает петуха. «Ай да петушок, красный гребешок, хвост с узорами, сапоги со шпорами, рано-рано встает, красной песенки поет». Надумала лиса петухом полакомиться и говорит: «Слети-ка ко мне, дружок Петя». «За каким таким делом?» – спрашивает петух. «Пойдем ко мне в гости, сегодня масляный праздник, я зерна для тебя припасла». «Пойдем», — говорит петух, — «да только я не один, а с товарищем». Обрадовалась лиса и думает: вот счастье-то привалило, целых 2 петуха съем. И спрашивает: «Где твой товарищ? Я его позову в гости». «Да вот, в дупле сидит», — отвечает петух. Бросилась лиса к дуплу, голову просунула, а собака ее хоть за морду. Испугалась лиса, еле живая в лес убралась. А петух с собакой так и остались в лесу, говорят, жить, и сейчас там живут. Итак, внимание, вопрос. Скажите, пожалуйста, можно ли главную мысль этой сказки обозначить пословицей: «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей». И еще одна пословица для обсуждения: «Не рой яму другому, сам в нее попадешь». Как вы считаете, подходят ли эти пословицы к этой сказке? Безусловно, кому-то показалось, что больше подходит первая пословица. Поищите доказательства. А кому-то, может быть, приглянулась вторая. Приготовьте доказательства для своих мыслей. Ребят, вы молодцы. Действительно, эти пословицы хранят в себе очень глубокий смысл и много мудрости. Мне кажется, что к этой сказке больше подходит первая пословица: «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей». Ведь именно петух и собака вместе, благодаря своей дружбе, смогли не поддаться на уловки хитрой лисы, преодолели трудности и смело боролись с несправедливостью. Я желаю вам найти в себе верных друзей и всегда помнить об этой пословице: «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей». Это очень важно. Всем, кому понравилась эта сказка, и у кого есть вот такой замечательный учебник литературного чтения, я рекомендую сегодня еще разок ее прочесть. В этом учебнике для вас приготовлено интересное задание. Части сказки переставлены местами. Я прошу вас восстановить правильный порядок сказки, прочитать ее, пересказать, а может быть даже проинсценировать. Знаете, ребята, у каждого народа есть свои сказки о животных. И у меня на столе есть замечательная книга, которая называется «Башкирские сказки и легенды». В этом сборнике есть много сказок о животных. И все эти сказки тоже пропитаны народной мудростью башкирского народа. Самые лучшие качества человека – честь, отвага, верность, любовь, дружба –
Все эти качества воспеваются в этих сказках. А вот подлость, предательство, глупость высмеиваются. Мне очень хочется, чтобы после прочтения каждой сказки вы задавали себе вопрос, на кого из героев сказок я похож? Правильно я делаю в жизни выбор? Умею ли я быть хорошим другом? Надежный ли я товарищ? Правильно ли я поступаю? И тогда, я думаю, сказка будет не только удовольствием для вас, но и большой пользой. Ну что, дорогие мои друзья, я думаю, пора задать вам несколько вопросов. Итак, «Петух и собака», помогите мне, это сказка, верно, народная. Можете ли вы определить время создания этой сказки? Нет, совершенно верно. Вспомните, пожалуйста, про форму этого литературного произведения. Произведение сохраняется в устной форме, а значит, вы можете прекрасно продолжить пересказ этой сказки. Ну что, дорогие мои, я очень прошу вас еще и создать рисунок к этой сказке, где вы бы смогли изобразить хитрую лису, которая хотела обхитрить друзей, да ничего у нее не вышло, смелую собаку, петуха. А может быть, кому-то захочется нарисовать бабку с дедом, которые сидят и печалятся, что и те звери, которые были, ушли, и петух, и собака все покинули этот дом. Наверняка этим людям стало грустно. Ну что, друзья мои, надеюсь, урок был для вас полезный. Предлагаю вам еще разок вместе сказку прочесть. А теперь переменка.